если вот у нас тема, да, семейный бизнес, и мы друг друга дополняем. У нас была маленькая студия, но в то время казалась большой. Мы сами являемся также тренерами, ведем сейчас группы. Познакомились, когда мы поступили в высшее учебное заведение. С Филиппом учились в одной группе, в отделении бокса Института физической культуры и спорта. Мы вдвоем сами занимались боксом, и постепенно наше хобби переросло в нашу профессию. Мы закончили высшее учебное заведение. Мой муж работал в силовых структурах, и в то время фитнес очень развивался, и мы начали тренировать именно женщин по направлению фитнес-бокс. В спорткомплексе «Динамо» муж там договорился с управлением спорткомплекса, и у нас одна группа была. Инстаграма в то время такого не было, только начал развиваться Инстаграм, WhatsApp. И через знакомых девочки приходили, все больше и больше приходили. И мы переехали на дом быта. У нас была маленькая студия, но в то время казалась большой, 117 квадратных метров. На 4-м этаже дома быта мы были. Открыли новое направление. Это бокс для мужчин, тренировки для себя. И этого помещения нам стало мало. Мы стали расширяться, и договорился с 3-м этажом дома быта. Там уже было в 300 квадратных метров. Мы переехали туда со всем ремонтом, со всем оборудованием и стали расширяться. Первые вложения, у нас была уже группа, у нас было хобби, но все-таки мы это все равно монетизировали. Была какая-то часть средств, потом помогли родственники, и первые вложения, первый капитал. Да, также еще мы взяли кредит, оформили какую-то сумму, и с этим капиталом вошли в этот бизнес. Проблемы типовые, конечно, как и во всех сферах. Аренда помещений, да, это не собственность, это все в аренде. Также кадровый вопрос. У нас стало больше групп, решать вопросы с тренерами, решать вопросы с рекламой, потому что двигатель торговли – это реклама. То есть правильно продвигать, правильно рекламировать, подать себя. И оборудование, закупка, что брать, как брать, и грамотно расформировать программу тренировок. То есть упаковать все это как готовый продукт. Появилось очень много обязанностей, за которыми надо следить. Это подбор персонала, зарплаты, пересчеты. Постоянно нужно работать с поставщиками, поэтому мы сами являемся также тренерами, ведем сейчас группы. И нам очень стало сложно совмещать, и поэтому пришлось применить делегирование. У нас появился управляющий, который часть обязанностей взял на себя. Так, управлением клуба занимаюсь я. Жена в основном тоже руководит всем, и на нее часть администрирования. На данный момент наш клуб насчитывает более 10 тренеров, 4 администратора, 1 управляющая и технический персонал. К подбору тренерского состава мы подходим очень тщательно. Самым главным критерием для нас является наличие физкультурного образования и спортивной квалификации, то есть чтобы у тренера были достижения и опыт. Сейчас наша цель – это дать массовость спорту, и чтобы спорт был доступным. У нас очень демократичные цены и тренировки для всех, кто желающий. Да, у нас занимаются даже 50-летние мужчины заходят, женщины приходят. Мы каждому найдем подход, и каждый найдет для себя что-то подходящее, и множество направлений. Также сейчас мы очень развиваем детский спорт, детский бокс, и у меня прям желание воспитать какого-нибудь чемпиона, вырастить достойное поколение и занимать какие-то призовые места на различных соревнованиях. Бизнес и клуб тоже семейный. Да, семейный бизнес, клуб много тоже семей, семейный. кстати, кто ходит полностью сюда, прям всей семьей. Да, Папа и на годами. бокс, мама на фитнес, дети на гимнастику.
или на Да, единоборство. всевозможные комбинации, вариации групп направлений. Сейчас собираемся развивать то, что у нас есть, да, и планируем в скором времени открыть филиал. И вот у нас тема, да, семейный бизнес, и мы друг друга дополняем. Что не мог сделать я, подсказывает жена, и я обдумываю это и начинаю действовать. И если есть такие пары, у которых одна цель, одно хобби, взаимодополняйте друг друга и начинайте действовать.